Накопить и сохранить сбережения совсем непростая задача, особенно в настоящее время, когда вокруг столько всего и все, что не пожелаешь, в доступе протянутой руки. Люди охотно тратят, это аксиома. Но почему происходит так, что когда мы получаем на руки заработанные деньги, то мы их отдаем всем? Мы отдаем продавцу в магазине, таксисту или водителю автобуса, баристе в кофейне, парикмахеру. И делаем это постоянно. А себе мы оставляем хоть что-то? Хотя бы 10% от своего дохода. Задайте себе этот вопрос. И задайте вопрос, готов ли я платить себе и что это даст. А я вам скажу, что это даст вам возможность не влезать в долги и кредиты. Кроме того, это поможет вам сформировать резервный фонд на будущее и на непредвиденные расходы. Да, копить сложнее, чем тратить. Но сформировать хотя бы подушку безопасности необходимо в любом случае. Надо лишь следовать нескольким базовым принципам и знать особенности финансовой ситуации. И сегодня я расскажу, как сформировать накопление и правильно распорядиться средствами, чтобы выгодно их сохранить. Как вы уже поняли, далее в нашем новом выпуске передачи про деньги мы продолжим говорить о всех видах формирования сбережений. Сегодня у нас в гостях Лугинов Афанасий Иванович, заместитель директора Якутской дирекции по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк», эксперт по инвестиционной и финансовой грамотности, общественный деятель, меценат. И вместе с ним мы постараемся раскрыть тему грамотного подхода по формированию сбережений. Разберем понятие финансовой подушки безопасности и подробнее расскажем вам о программе долгосрочных сбережений. Смотрите, любые накопления, прежде всего, они должны исходить из нескольких моментов. В первую очередь, это определить цель, зачем я коплю, да, для чего. Что-то я хочу купить, либо хочу, чтобы у меня была просто подушка безопасности, либо хочу, чтобы на пенсии мне можно было не работать, а вот просто жить на те проценты, которые я получу от своих накоплений, например, да. Поэтому, исходя из целей таких сроков, нужно уже определить, какие инструменты подходят под эти цели. Да? Ну, условно, если я вот люблю более бытовые примеры приносить, для того, чтобы перевозить грузы, подходит грузовик. Для того, чтобы перевозить людей, подходит микроавтобус либо автобус. Для того, чтобы экономить деньги, да, на поездках для себя, подходит малолитражка. В лес, внедорожник. То же самое с финансами на самом деле. Для того, чтобы в долгую, это одни инструменты. Для того, чтобы в короткую, другие инструменты. Для того, чтобы защитить деньги, третий инструмент. Для того, чтобы заработать, четвертые инструменты. В первую очередь, в первую очередь эта цель важна, да, и то, что мы хотим в итоге получить, каким образом мы этого хотим. Второе, мы должны понять, готовы ли мы рисковать денежными средствами. Почему? Потому что банковские рыночные инструменты, они отличаются по доходности, да, а доходность отличается от того, насколько рискованная стратегия. Есть, вообще принято считать, что самые низкодоходные, точнее, самые надежные инструменты — это те, которые дают самый низкий доход. Вот, поэтому это имеет место быть. Сейчас ставки по вкладам и накопительным счетам как раз таки такие, что людям как будто бы достаточно. 19, 20, да, где-то даже 25% предлагается. Это здорово, на самом деле, шикарные ставки. На мой взгляд, это просто безумие. На моей памяти такого давно не было. Да? Даже во время кризиса 2008 года максимум было 24, сейчас 25 уже. Да? Ну, в 2016 году еще вот были близки к этим... На один месяц. На один месяц только. Вот. А сейчас даже на 2 года фиксирует такую ставку двухзначную. Вот. Ну и если клиент, человек, в принципе, никогда не копил, начать, конечно, я предполагаю, что у него небольшие суммы. Небольшими суммами заходить в инвестиции, в какие-то там более искушенные продукты, наверное, не так интересно и порой даже невозможно. Например, продукты доверительного управления, они в принципе начинаются от 300 тысяч рублей. Да? Соответственно, те, кто начинают, в первую очередь, конечно, нужно с накопительных счетов начинать, да? Вот, где с 1000 рублей буквально можно начать. Ну, меньше 1000 тоже можно, но там, как правило, процент ниже. Хорошие проценты вкусные начинаются от 1000 рублей. Вот, поэтому накопительный счет
особенно если он с ежедневным процентом. Еще и такие бывают? Еще и такие бывают, да. И вот как бы открываем, начинаем копить, потихонечку сумма увеличивается. Сумма, с которой следует начать, это 10% от ежемесячного дохода, либо аванс, либо зарплата, либо иной какой-то вид дохода, да, минимум 10%, она доступна всем. Уже много было исследований, как за границей, так и внутри России, да, 10% чисто психологически это та сумма, про которую человек не помнит, куда он потратил из зарплаты прошлого месяца. А если он не помнит, значит, это не обязательные расходы. Это не кредит, это не квартплата, это не продукты и так далее. Соответственно, эти деньги могли бы быть защищены, сохранены, ну и, соответственно, их можно направить в накопление. Да, и, конечно, человек эту сумму может же посчитать, то есть заранее зная, сколько он получает в месяц, какой-нибудь ежемесячный доход, он может высчитать эти 10%, умножить на 12 месяцев, условно говоря, да, прикинуть, если он разместит в тот или иной какой-то финансовый инструмент, какая у него будет выгода. И вообще, в принципе, ну, такой импровизированный финансовый план он получит. Да, банк — это действительно один из хороших вариантов, где можно научиться, да, разобраться. Есть второй вариант — это сайты, официальные сайты банков, да, поскольку других агрегаторов очень много, и есть так называемые инфо-цыгане, которые тоже могут подавать информацию, ну, не совсем правильно, может быть, да, но там бывают очень интересные тоже заходы. Здесь надо просто выбирать и быть немножко, наверное, искушенным, да, и немножко продвинутым, чтобы понять, кто говорит правильные вещи, а кто говорит неправильные вещи. Вот, поэтому даже на официальных сайтах банков она обычно, вот тоже информация, она либо с целью продать, да, о хороших вещах, но есть еще блоки по финансовой грамотности. Там обычно отрицательные части, они не как отрицательные части продуктов, а они как моменты, на что следует обратить внимание, на нюансы. Риски они такие, полагаются. да? Да, есть определенные риски, и регулятор, кстати говоря, Центральный банк обязует банки эту информацию тоже выкладывать. Поэтому я бы доверял информации, которая содержится в официальных сайтах банков. Единственное, что блок финансовая грамотность, да, либо там вопрос-ответ, такие вещи, нежели просто вот основная страница, где написано там вклад мечты, 20%, приходите, открывайте, успеваете. Нет, конечно, да. Потому что даже были такие вопросы, вот у меня тоже девушка говорит, вот, я хочу открыть там вклад с повышенной процентной ставкой, но у меня не получается. Говорю, так вы условия это почитайте, там от 100 тысяч рублей, конечно, у вас не получится его просто так открыть через мобильное приложение. То есть здесь тоже нужно вот эти вот условия, тоже нужно смотреть, соблюдать и так далее. То есть и действительно обращать внимание не на просто сам размер, да, процентной ставки. Хорошо, что сейчас регулятор заставляет объяснять дополнительные условия, там, выдавать полные условия стоимости финансового продукта, чтобы человеку было понятно, что когда он придет в банк, то ему могут предложить совсем другое, не то, что он увидел там на рекламе. Да, и кроме традиционных, уже привычных инструментов для формирования накоплений, у граждан появилась еще одна возможность, о которой я бы хотела вас попросить сегодня рассказать более подробно. Потому что эта программа формирования долгосрочных сбережений, называется она ПСБ, по-моему, да, если я не ошибаюсь. ПДС. Вот. Ну, ничего страшного, как бы, да. И вот программа долгосрочных сбережений вообще. Что это за программа? Как человек может принять там участие? Для кого она предназначена? Только ли для граждан предпенсионного возраста? Только ли для молодых там, и так далее? Вот эту, чтобы человеку, который сейчас нас смотрит у экрана телевизора, да, чтобы ему сразу стало понятно, что это такое, почему эту программу долгосрочных сбережений называют добровольной программой, да, и почему она вот вообще в целом появилась как аналог. Ну, в целом эта программа появилась при поддержке или даже по инициативе президента страны, да. Есть, ну, и, скажем, те вещи, которые предшествовали появлению этой программы, в том числе желание государства повысить доверие населения к финансовой системе страны, к пенсионной системе страны, потому что мы знаем, что была накопительная часть пенсии, которая заморожена, да, с непонятной перспективой. Сейчас новая пенсионная программа запустилась с 1 января 2024 года.
Для кого она предназначена? Она предназначена для всех, да? Кто хочет получать, ну, вместо одной государственной пенсии 2 пенсии. Вторая — это та, которая накоплена самим. Мы знаем, что размер пенсии, он небольшой, да, и возможности пенсионного фонда, они не безграничные. Соответственно, каждый год пенсионный фонд, он баланс закрывает с дефицитом, который компенсируется из бюджета Российской Федерации. А социальная статья расходов, она очень значительная в нашей стране. Для того, чтобы пенсионеры не продолжали трудовую деятельность, а они очень многие же, у каждого из нас есть пенсионер, который, выйдя на пенсию, достигнув пенсионного возраста, продолжает работать. Почему? Потому что пенсии не хватает. Увеличивать всем постоянно пенсию сильно сложно. Есть, ну, как бы, чисто элементарно экономические вещи, да, которые мешают это сделать, чтобы страна не обанкротилась в конце концов, да, и с одной стороны. С другой стороны, есть сложности с точки зрения законодательства, то, что мы страна, где все имеют равные права, и мы должны всем обеспечивать там достойную ту или иную пенсию. Есть, конечно, коэффициенты, но это уже такие нюансы пенсионного характера. Пенсия не у всех одинаковая. Есть те, кто там ветеран труда получил, кто там, может быть, в силовых структурах своя пенсионная система, у кого-то надбавка за работу, ну, в госслужбе, например. Волонтеров есть надбавка, да, поэтому у ветеранов боевых действий тоже есть надбавки определенные, но все равно в совокупности это недостаточно, да, и у людей, получается, есть потребность не снижать качество жизни, а продолжать после окончания трудовой деятельности жить так же, как привыкли, совершать те же покупки, ходить там по юбилеям, дням рождения, ездить в санатории, курорты, совершать какие-то покупки. И для этого они продолжают работать. А это неправильная история, что человек, отработав, отслужив там 25-30 лет, продолжает работать. И программа долгосрочных сбережений как раз-таки предназначена для того, чтобы в том числе помочь людям решить этот вопрос. Все, что на сегодняшний день есть положительного в финансовых продуктах, вот эта программа, она в себя включила. Да. То есть, во-первых, все вложения, которые делают население, они застрахованы. Как вклады, но вклады на 1,4 миллиона, а здесь на 2,8 миллиона. То есть в 2 раза больше. Первый момент. Второй момент. Мы с помощью программы долгосрочных сбережений можем получать налоговый вычет инвестиционный. Аналогичный налоговый вычет, он действует на брокерских счетах типа индивидуальный инвестиционный счет. Да? Например, вот то, что было раньше, например, индивидуальный пенсионный план, там был социальный налоговый вычет, он меньше по размеру. Здесь до 60 тысяч рублей, в зависимости от дохода, ежегодно от своих вложений человек может возвращать. Ну, то есть 400 тысяч вложил, 60 тысяч налоговых вычета получил. Плюс эта программа предусматривает софинансирование в зависимости от дохода гражданина, да, вкладчика, да, того, кто в эту программу вступил. 36 тысяч рублей ежегодный взнос — это то, что делает государство. Вроде бы немного, с одной стороны, с другой стороны, ни одна другая программа не предполагает такого софинансирования. Это почти годовой доход по, например, тому же вкладу. Абсолютно точно, да. И вот размер вклада, чтобы получить вот эту сумму, зависит от дохода. Если, например, человек получает от 0 до 80 тысяч рублей ежемесячную заработную плату, то человек, вложив 36 тысяч рублей, он получит 36 тысяч рублей. Сверху. Да. Либо, вложив 10 тысяч рублей, получит 10 тысяч рублей. Здесь рубль к рублю, но не более 36 тысяч рублей. Если человек зарабатывает более 80 тысяч рублей, но не более 150 тысяч рублей, то он получит, исходя из принципа 2 рубля, точнее 1 рубль за 2 рубля вложенных. То есть вложил условно 50 тысяч рублей, получит 25. Положит там 72 тысячи рублей, получит 36 максимум. Положит 100 тысяч рублей, все равно получит 36, потому что 36 — это максимум. Если доход превышает 150 тысяч рублей, да, то для того, чтобы получить максимальное софинансирование, нужно 144 тысячи рублей вложить. Там за каждые 4 рубля софинансируется 1 рубль. Такой принцип. Это, например, для тех, у кого
как раз-таки низкий уровень дохода, программа особо доходная получается. Да? Ну, например, зарплата 60 тысяч рублей, человек внес 36, государство добавило еще 36, стопроцентная доходность на взнос. Это же Супер! вообще Да. супер. Плюс это все застраховано, плюс еще получается налоговый вычет, плюс эти средства, они тоже управляются. Они не просто вкладываются и где-то лежат, да? Они тоже приносят доход, то, что человек внес сам. И доход приносит та сумма, в том числе, которую софинансировало государство. Здесь еще сложный процент работает, да? Соответственно, во что вкладываются эти деньги? 90% денежных средств – это вложение в высоконадежные облигации. Либо облигации федерального займа, либо облигации корпоративных компаний с высоким уровнем надежности. Ну, то же самое РЖД, Газпром, там, Ростелеком, Роснефть. Риск снижен минимально вообще. Абсолютно минимально, да. 90% вот такие. 5% это акции. И опять же, это акции надежных компаний, которые платят хорошие дивиденды, да, опять же, Газпром, там, Сбербанк, МТС, Ростелеком и так далее. И еще 5% это облигации российских компаний, но номинированные в валюте. То есть здесь еще валютная история, которая немножко от девальвации защищает. Да? То есть надежность, она практически максимальная. И еще одно преимущество данной программы в том, что доход, полученный в результате управления, он не облагается налогом. В отличие от того же ИИС, например, да, если мы, там же есть опция вычета, да, определенные нюансы, при которых, например, не от зарплаты вычет получается, да, точнее, от зарплаты вычет получается, а не от дохода, да, тогда доход облагается. Здесь не облагается доход. По вкладам тоже мы знаем, что с этого года все, не все, а при определенных обстоятельствах вклады тоже облагаются налогом. За 2023 год люди уже заплатили эти налоги, и они заплатят в 2025 году за 2024 год, да, то в программе долгосрочных сбережений не облагается налогом, застраховано государством, софинансируется, вычеты даются, наследуется, да, то есть прямо, можно сказать, идеальная программа. И в отличие от таких накопительных программ же тоже есть, да, вот, например, есть вклады, есть накопительное страхование жизни, да, но если по вкладам вы сами там либо предполагает пополнение, либо не предполагает, если предполагает пополнение, то, как правило, там процентная ставка ниже, да, плюс оттуда можно снять. Да. А в случае с с программой накопительного страхования жизни вы обязаны делать взнос, а в жизни всякое бывает. Может быть, 3 года я могу вносить, да, на 4-й не смогу. Ну, например, женщины это касается, родился ребенок, я не работаю, взнос делать не из чего, а кушать надо, да. И он фиксированный? Такое бывает. Да, и он фиксированный. То в программе долгосрочных сбережений такого обязательства нету. Вы, если хотите получать софинансирование, вычет и так далее, вы делаете взнос. Вы хотите себе больше пенсию, вы делаете взносы, но вы не обязаны это делать. Но если вы делаете взносы, соответственно, ваша будущая пенсия будет выше, вы получаете вычеты, вы получаете софинансирование. Софинансирование, кстати, 36 тысяч рублей, это ежегодно в течение 10 лет. Программа, она рассчитана минимум на 3-5 лет. Это для тех, кто уже находится пенсионного либо предпенсионного возраста, да. Для молодых это 15 лет. Вот, например, для меня, например, 15 лет. Я, наверное, один из первых жителей республики, который оформил эту программу. Поэтому классная возможность, которой я прям настоятельно рекомендую всем воспользоваться. И при этом не откладывать на когда-нибудь потом, да, вот есть 50, есть 36, есть вообще минимальная сумма 30 тысяч рублей для того, чтобы открыть. Чтобы просто открыть. Да. Потом софинансировать в течение этого года можно догонять до 144 тысяч рублей, если зарплата свыше 150, либо там до 72 тысяч и так далее. Вот вы тут затронули тему о том, что эти средства, вложенные в эту программу, они где-то там работают. Да. Вот как они работают, и кто ими управляет, и где вообще открывается эта программа? Как стать ее участником, куда надо идти? Потому что... Можно это сделать онлайн, да, но поскольку не все знают, как это делать, желательно обратиться в банки, которые являются агентами негосударственных пенсионных фондов, крупнейших, да, которые имеют... И вот эти негосударственные пенсионные фонды, они как раз-таки реализуют эту программу по 75-му федеральному закону, да, программу долгосрочных сбережений. Не все, но очень многие. Поскольку регулятор в виде Центрального банка, в лице Центрального банка, предъявляет тоже повышенные требования к НПФ, чтобы это все было надежно, безопасно. И вот эти негосударственные пенсионные фонды заключают, в свою очередь, договора с управляющими компаниями, которые
должны управлять этими средствами, накоплениями в соответствии с теми пропорциями и с теми требованиями, которые описаны в законодательстве. То есть 90% это облигации, 5 там акций допускаются, 5 валютные облигации. Но это вот, знаете, примерная история. То есть в теории это может быть 100% облигации, например. Вот. Для того, чтобы обеспечить максимальную доходность и сохранность средств. Ну да, действительно, ведь когда человек приобретает, даже вот если просто человек хочет стать инвестором, он приобретает облигации, то есть он становится как бы вкладчиком, да, в развитие. А если он приобретает акции, то он становится совладельцем компании, Да. вот, и несет те же риски, что и компания, соответственно. Да, вот тут небольшой такой ликбез, да, Да, провели. да, абсолютно верно. Вот. И все-таки эта программа может выступать аналогом для формирования долгосрочных сбережений. Вот, например, люди просто привыкли копить деньги. Вот. Либо мы сейчас, вот их, после просмотра нашей передачи, они начнут копить деньги. Да? И вот эта программа, она может как раз быть вот таким вот инструментом, который поможет человеку копить. И сможет ли он снять потом эти деньги? Да, он сможет снять эти денежные средства через тот период, который зависит от возраста вкладчика. Да? Для меня это 15 лет. Соответственно, через 15 лет я смогу либо снять, либо назначить себе там ежемесячные выплаты и так далее. Также снять средства допускается в случае наступления, скажем, особых жизненных ситуаций, которые определены указом правительства постановлением правительства Российской Федерации. Это тяжелые какие-то болезни, да, вот, то есть есть определенный в этом указе достаточно большой перечень, в случае реализации которых случаев, да, можно будет снять досрочно без потерь каких-то. И какие рекомендации вы можете дать вообще в целом по формированию сбережений? Потому что в самом начале нашей передачи я как раз затронула тему того, что все-таки формировать свою финансовую подушку, да, формировать какие-то накопления, которые могут пригодиться для определенных целей. Вот что это необходимый навык для каждого человека. Вот вы согласны с этим утверждением? И вот если вы согласны, то с каким, например, что бы вы порекомендовали? Ну, конечно же, я согласен, да, и я как эксперт по финграмотности, да, консультирую и в целом, когда общаюсь с клиентами, прям настоятельно рекомендую всем, формировать накопление. Поэтому, много рекомендаций, конечно, да, выработать привычку. Финансовые привычки правильные должны быть. В первое время это очень сложно, да, поработать над собой, поскольку, когда деньги есть, всегда их можно куда-то потратить, да, и всегда что-то хочется, есть всегда какие-то потребности. Но эти потребности, они сиюминутные, текущие, здоровье у нас не вечное, мы не бессмертные, к сожалению, да, и вот этот возраст нетрудоспособный, он наступит у всех, да. Если, конечно, не случится черный лебедь, да, вот. И чтобы не столкнуться с этой ситуацией, я прям вот, как народная мудрость, да, готовь сани летом, а телегу зимой. Соответственно, сейчас для молодых это лето, когда мы трудоспособны, сильны, востребованы, можем зарабатывать, соответственно, а зима — это пенсионный возраст. Да. Народная мудрость, поэтому нужно, конечно, накапливать. Плюс тише едешь, дальше будешь, береги честь молода. Очень-очень много разных пословиц и поговорок, которые прямо ложатся на финансовую грамотность, если посмотреть под другим углом. Да. Вот. И не откладывая, посмотрели передачу буквально сегодня, посмотрите, где какие предложения, идите в банк, открывайте накопительный счет-вклад. Если он у вас уже есть, то посмотрите другие инструменты, потому что вклады, накопительные счета — это все-таки краткосрочная временная история, да? А программа долгосрочных сбережений, накопительное страхование жизни — это уже более такие серьезные программы, которые на долгий срок сформированы, которые дисциплинируют. Накопительное страхование жизни, кстати, можно отдельный эфир этому посвятить, да? Ну да, я думаю, это что кредит для себя. Вот мы очень любим брать кредиты, и уровень закредитованности хороший. У многих есть опыт брать кредиты, обслуживать их нормально, и очень многих хорошая кредитная история. Так вот, накопительное
страхование жизни как раз-таки позволяет себе заплатить кредит в будущем, да, а программа долгосрочных сбережений не как кредит, а там уже дисциплина должна быть внутри, потому что санкций нет никаких. Вот. Поэтому как детей нужно себя воспитывать. Детей мы воспитываем как? Зубы чистишь, заставляешь, а потом ребенок идет уже сам. Мы же сейчас тоже не думаем, что надо зубы почистить, это уже как автоматом, да, идет выработанная привычка. И если мы этого не сделали, мы чувствуем себя некомфортно. С финансами примерно то же самое должно быть. Да? Если вот пришла зарплата, и я не перечислил на накопительный счет, либо там на брокерский счет, либо там на программу долгосрочных сбережений, я должен чувствовать себя некомфортно. Вот. Поэтому 6 месяцев-год это будет очень сложно, потом это уже будет очень легко. Самое главное — начать. Если мы сегодня посмотрели передачу, отложили все там, как придет зарплата, уверяю вас, когда придет зарплата, вы забудете эту историю, поэтому договор заключить нужно вот буквально здесь и сейчас, пока вам зашла наша идея, да, наши вот как бы посылы, призывы. Вот. Утром будет повтор, если что. Да, Люди еще с утра могут раз. посмотреть повторы. Да. В принципе, с утра прямо запланировать себе поход там, не знаю, в финансовую организацию, либо купить себе копилочку, да, в которую начать уже откладывать такую небольшую часть сбережений. Ну а на этом мы завершаем наш новый выпуск. Напомню, что тема нашей передачи была формирование сбережений. Благодарю вас, Афанасий Иванович, за то, что вы приняли участие в нашей передаче, рассказали столько интересного, и до новых встреч. У нас впереди будет много новых интересных программ. Вам спасибо. Приглашайте, обязательно буду приходить и участвовать. Логичное и важное условие любых накоплений – это доход должен быть больше расходов. Для этого можно: первое – увеличить доход, уменьшить расходы, или третье – сделать и то, и другое. Если решите сократить расходы, начните с чего-то простого. Например, можно иногда пройтись пешком вместо поездки на автобусе или взять перекус из дома, чтобы не потратиться на обед. Как ни печально, если вы встали на путь накопления и сохранения, то придется разделять желания и потребности, не потакать всем своим капризам. Поначалу это может быть нелегкой задачей, но со временем вы научитесь действительно понимать себя и свои желания и не попадать в сети хитрых маркетологов. В любой непонятной ситуации копите. Делать это можно, даже если ваши доходы невелики. Небольшая сумма, например, 27 рублей в день, за год превращается почти в 10 тысяч. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. Старайтесь больше думать о хорошем, и тогда все у вас получится. До новых встреч в эфире.